Одно из направлений международных детских интеллектуальных игр – соревнования в IT-сфере. Ключевым мероприятием станут соревнования по командной разработке программных приложений IT-хакатон. В нашей студии ведущий эксперт организационного отдела технопарка Якутия Мичил Стручков. Мичил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Марафон программирования среди школьных команд посвящен какой-то определенной сфере, и сколько он продлится? У нас планируется с 11 июля по 14 4 дня ребята должны разработать это мобильное приложение, интернет-продукты. То есть это основном мы берем направление веб-разработка. Да, это в том числе и сайты, порталы и сервисы. То есть на какую-то тему, да? Ну, тему, да. То есть у нас изначально будет именно несколько на выбор варианты, да, задания. Мы сами разработали несколько заданий. Из них случайным образом мы выберем и озвучим. То есть пока мы держим в секрете, так что все на равных условиях будут. И ждем, что ребята успеют за 4 дня разработать именно прототип работающий и покажут именно уже, презентуют на 14 июля по адресу КФН с ВУЗ-спортзал. Вот. Получается, либо приложение, либо сайт, да? Ну, либо, то есть это можно сделать именно некоторые сейчас есть, допустим, если мы возьмем именно ВКонтакте, да, то есть ВКонтакте имеет именно это как сайт работает, функционирует, а также мобильное приложение. Вот. А так функции выполняют одни и те же. А многие разработки школьников на хакатоне наверняка заинтересуют производителей IT-продукции, ведь приедут сильнейшие дети в этой сфере из многих стран мира. Вот как это будет организовано? Так, мы планируем немножко хакатон, да, во время хакатона это же 4 дня разрабатывается, да, и там проверяется то есть от идеи до реализации. Какие-то проекты могут быть и иметь будущее, да, но цель именно хакатона – это дать именно за 4 дня, то есть в сжатых сроков, должны сделать именно работающий прототип и презентовать. Вот. А так, если посмотреть будущее, то это зависит от команды, то есть они если будут именно будет желание, то они могут именно продолжить. Да, и, конечно, интерес со стороны IT-компании тоже приветствуется, потому что у нас практика показывает, что некоторые ребята, они делали какие-то именно работы, там, игры, приложения, да, и потом они сейчас занимаются своей игрой или продолжают именно работать в компании, то есть можно трудоустроиться. Но у нас в рамках международных интеллектуальных игр это школьники, это с 8 по 11 класс, да, вот это для них будет именно хорошим опытом. То есть они даже смогут заработать, да, если трудоустроиться, зарабатывать на своих приложениях? Ну, мне кажется, не прям заработать, да, а это будет для них такое испытание и какая-то проверка всегда, то есть не прям ожидается, что получат там какие-то инвестиции, да, но они могут именно посмотреть на них, прочувствовать это, да, и, возможно, если захотят, то могут именно продолжить в другом проекте заработать. Вот. А опыт каких стран проведения хакатон вам наиболее интересен? Так, если посмотреть, что происходит в мире, в 2015 году, да, был первый школьный хакатон. В таком, как международный уровень статуса мы проводим впервые. Да, это, можно сказать, не сразу решили принять, да, потому что мы в 2013 году провели первый хакатон в Якутии, где участвовали из IT-компаний специалисты другие, и просто практика показывает, что есть заинтересованность из числа школьников, и в таком формате сейчас именно проходит у нас для школьников, да, в рамках международных игр. Можно подчеркнуть, что в 2016 были первые школьные команды участвовали в взрослом хакатоне. Мы были удивлены, что ребята могут именно сделать тоже на уровне со взрослыми. И за такой сжатый срок работа в команде, они сделали достаточно интересного проекта.
А так мы готовимся к международным играм уже более, сказать, 2 года, да, тренируемся, готовим ребят. В прошлом году у нас мы провели хакатон для физико-технического лицея и IT-школы Лорено. Вот. А кто будет оценивать разработки школьников? Наверное, какие-то приедут гости, эксперты. Так, оценивать мы пригласили гостей из Казахстана. Привет, Стас Триерс. Он является советником генерального директора венчурного фонда казахстанского Techgarden. А также привет к нам Александр Дауркин из Москвы. Он 2 раза к нам приезжал. Как раз вот впервые, когда в 2016 таком масштабном уровне, когда проводили хакатон, он там был основным советником. И он тоже будет участвовать в нашем хакатоне. А сколько команд приедет на эти соревнования? И есть ли среди них школьники, которые уже прославились на этом поприще? Всего ожидается 20 команд. Из них 19 команд из нашей республики. Это по сколько человек, значит? 20 в одной команде 3 человека. То есть получается у нас 60 участников и одна команда из Казахстана. То есть мы надеемся, что посмотрим такой достаточно интересный, зрелищный проект будет. Наверняка там есть уже опытные какие-то ребята, да? Опытные, можно подчеркнуть, что у нас есть школа IT Лоренова. Там учатся, это дополнительное образование, после учебно-базового они приходят именно к нему учиться. И там есть ребята, которые со своими проектами, да, уже сделали какие-то стартап-проекты. Вот. Именно, можно там прийти и посмотреть. Есть свои лидеры. Так. Вы сказали, одна команда из Казахстана, а остальные откуда? Остальные республики. Наши Все республики. внутриреспубликанские? Да. Можно сказать, 7 команд из районов есть. А остальные из города Якутска. А в каких городах наиболее развита IT-сфера? В каких городах? Если взять именно Силиконовая долина, Штаты, конечно, да, безусловно. Есть Китай, сейчас очень в Сингапуре, вот, и Япония. И, если сравнить именно наш регион, Якутия, да, она достаточно такая сильная, управление IT. И хорошо, что наши, все это понимают. Наши, показали на своем опыте, это топовые наши компании IT, да, Якутия, это группа компаний Сенет, ИКТ, да, и Майтона. То есть они на своем опыте показали, что можно, сидя здесь, в Якутии, делать на уровне, мировом уровне проекта. И наше правительство поддерживает, и даже в таком международном уровне, да, то есть проводим на школьных хакатон. Это, конечно, радует. Если рассмотреть города внутри Якутии, там какие сильные? Города Якутии, с Нерюнгри есть участники, есть Улусов, Майнский, Сунтарский, Черопчинский и Синербу. Такие там очень сильные команды. Я знаю, что ребята, которые учились именно в центральных вузах, они приехали в Якутию, да, и преподают по программированию, по разработке проектов. А в рамках состязания останется ли время для общения преподавателей? Им наверняка захочется обменяться опытом. У нас, кроме самих участников, будут сопровождающие. Это ответственные за безопасность, да, и основные учителя информатики. Для них, я думаю, что тоже будет интересно, и какой-то опыт они получат. И безусловно, что это командная работа, получается, это же не просто люди приходят, да, тренируются, соревнуются, а находятся в одном сфере, и там происходит такие обмен опытом, нетворкинг, общение. Вообще, со скольки лет дети могут как-то развиваться в этой сфере, начинать познавать язык? Мы
активно начали работать именно с школьными, да, сообществами, потому что мы понимаем, что на школьных партах ребята должны именно уже определиться, самоопределиться, попробовать все возможности, таланты, свои навыки, да, и надо, конечно, со школьных парт. То есть просто сидеть, конечно, для некоторых это будет именно не очень интересно сидеть за компом, сидеть целый день, да, и писать, но все шансы надо будет, да, проверить, возможно, это будущая их профессия, и можно, то есть IT он дает больше шансов выйти, самовыразиться, да, найти себя, и нету преград. То есть это чисто интеллектуальная работа, и там нету границ, только ограничивать именно усилия, фантазия и умственно. Например, с 8 класса, например, да? Или еще раньше могут заниматься? Можно даже, так сказать, начальных классов, никто не запрещает. Ребята, я видел, что начинают собирать роботы, да, лего простые, и там уже есть возможность запрограммировать робота, чтобы он выполнял какие-то простые функции. Тоже алгоритм. И дети очень интересно разрабатывать именно игры, компьютерные игры, они сами играют, да, и учатся. Вот. Как раз можно с этого начать. А расскажите об опыте участия в хакатон наших якутских школьников. Есть ли уже какие-то яркие победы на российском международном уровне? Я подчеркну, что школьные у нас только недавно начал, и таких именно мероприятий не так много, но есть отдельные личности, которые проявили себя в программировании, то есть профессиональное, спортивное программирование, вот. И там есть сильные школы, есть физико-технического лицея, есть нашего политехнического лицея. Вот. А на базе многих школ в республике есть такая возможность у детей развиваться в этом направлении? Насчет возможностей, конечно, у нас есть уроки информатики, и там они проходят именно базовые, да, языки программирования, но никто не запрещает им заниматься самостоятельно. Есть, тем более у нас есть еще дополнительные учебные школы, это IT-школа Ильдарьянова. Они сейчас именно готовят пакет документов, они хотят именно работать со школами, то есть там учебные программы разрабатывают и будут желают раздавать именно учителям на преподавателей. Но в целом очень хороший показатель, можно сказать, да, подчеркну, что можно сказать, приходите, посмотрите, как ребята будут выступать, защищать свои проекты. У нас 3 дня будут закрыты, да, мероприятия, то есть во время разработки, а 4-й день можно прийти свободно посмотреть, как ребята выступают. Можно поддержать, можно там увидеть знакомых. Вот. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.